Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Лето короткое якутское наше наконец-то наступило. Мы выбрались на улицу, и к нам сегодня в гости пришла инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 2 Виктория Сергеева. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. Я вижу, что вы основательно подготовились, у вас уже закипает бульон, учитывая, что мы, короткое эфирное время, что это уже готовится? Это основа, да, бульон для супа том-ям. Варится она на куриной, да, основе. На куриной основе. Ну, то есть уже тут курочка у нас уже кипит уже какое-то время, да, потому что, да, мы за эфирное время не успели бы, это мы для телезрителей подсказываем. Почему вы выбор остановили на том-ям? Потому что, ну, скажем так, это довольно экзотично, хотя это уже довольно уже модное блюдо, так? Да. Ну, что сказать, я люблю вкусно есть. Как говорится, кто же не любит? Увлекаюсь готовкой с самого раннего детства. Вообще люблю азиатскую кухню, корейскую, также тайскую кухню. Поэтому не знаю, почему захотелось. Ну, решили том-ям. Том-ям я тоже очень люблю, хотя, ну, скажем так, она довольно острая же, да? Да. Ну, то есть классический том-ям, который, ну, вот, первоисточника кушают в Таиланде, оно такое, на первый взгляд кажется, что ух, даже же, да? Да, но вы тоже любите острое, ну, то есть острое нормально. Ну, когда в домашних условиях готовишь, можно это как-то регулировать. Ну, да, на, скажем так, на якутский лад чуть-чуть там этих острых ингредиентов может быть поменьше добавлять. Да? У вас уже наверняка есть опыт, раз уж вы говорите, что любите готовить и все прочее. Да? Готовили не раз. Не раз. Да. Сколько нужно кипятить, ну вот, курочку? Ну, смотря от размеров, да? Ну, допустим, вот эту курочку мы будем кипятить, наверное, минут 30. Минут 30, да. Но у нас уже довольно давно она кипятится, да. Какой следующий этап, что нам нужно еще сделать? Этап. Расскажите, пожалуйста, ну вот вообще, что как делается все. Так, сейчас следующий этап. Получается, до этого очищаем креветки, да? И ни в коем случае не выбрасываем шелуху креветок. Ну вот шелупашки, они остались. Да, это мы добавляем бульон. Да ладно? Для насыщенности вкуса. Сами тайцы то же самое делают. Ну то есть вы у тайцев посмотрели, оказывается, вот так, да? Да. Ну да, правильно, там же, ну как бы все тело и все прочее, ну то есть это для бульона, для насыщения. Насыщение бульона. То есть вы прямо сейчас решили добавить? Да, ну, добавляем. Хорошо, давайте. Ну, я так понял, потом нужно будет процедить, да? Да. Ну ладно. Да, это мусор под вами. Так, также... Можно огонь. Видите, добавить. Добавить, У нас плитка. Так, далее добавляем лук сразу же для вот бульона. Чистить надо? Да, надо. Так, ладно. Так. Чеснок. И чеснок. Держите. Ну, я вам помогу. Я вот что-то начал руку уже. Как мы его делаем? Режем его? Да. Как? Половину отрезаем, половину оставляем. Половину лука надо, да? И на большие кусочки. Не обязательно. Это для бульона, для насыщенности вкуса. Так, ну чуть-чуть немножко. Мне кажется, надо будет его, может быть, полностью весь брать. И на какие большие кусочки, как мне резать его? Кубиками, квадратиками? Прям так режьте. Вот так? Ну, вот так режу. Побольше. Побольше даже? Вот так, да? Все. И в бульон. И в бульон. Все. Хорошо. Так. Вы сказали, любите, ну, все любят кушать, да? Любите готовить, любите кушать. А есть какое-нибудь любимое блюдо? Ну, такое блюдо, которое, ну, есть такое чуть ли не каждый день. Блюдо называется пульгоги, корейское, да, жареное мясо. Ну, люблю, когда время есть от работы, да, что редко бывает. Бывает, что готовлю для домашних. А что это такое блюдо? Это первый раз слышу. Так, это жареное корейское мясо. Она маринуется на основе... Не собака? Нет, не собака. Так, в основном это свинина бывает. Жарится она
как бы на гриле, по идее, но Ну в да, да, домашних да, 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 да. условиях, конечно, на сковороде. Ага. Маринуется она на основе либо сладкого яблока, либо груши. Ага. Также чеснок добавляется, имбирь и так, соевый соус. Ага. Ну, корейцев, Сахар. да, я так понял, у вас вообще все направление юго-восточное как бы пересещает больше, да? Ага. Ага, а как к относитесь к якутской кухне? Ну, якутскую кухню я уважаю, конечно, да? Да. Ага. Я росла в такой семье, где была, ну, скотоводством занимались, да? Родители, Бабушка, ага. бабушка, дедушка. А, бабушка, дедушка. Ага. Ага. С самого детства была ну, вот, белая еда, да? Молоко, сметана, все это. Рюмас, ага. Ага. Только я не люблю, я не ем. Мгм. Не знаю, почему так получилось, что я, ну, якутскую А откуда кухню. вы родом? Вот немножко расскажите, да, потому Ага. что, по идее, первая рубрика, немножко визиточки про себя, да, нашим телезрителям рассказать. Родилась я в Мегино-Кангаласском районе, О, а я тоже мигрантный ласки. село Майя. Ага. Земляки практически. Ага. Так, росла, получается, до 4 класса у бабушки и дедушки. Мама у меня молодая была, занятая, поэтому присматривали фундамент как человека, личности, ну, Ага. поставили бабушка, дедушка. дедушка. Ага. Ага. Получается так. Дедушка у меня был учителем физики, математики, бабушка у меня медицинский работник. Мгм. В семье у меня нету, кто бы занимался правоохранительной деятельностью, да? Да, и как вы дошли до туда? То Ну, есть, когда, ну, допустим, я к тому, что когда человек заканчивает школу, обычно встает вопрос, куда поступать, с чем связать свою дальнейшую жизнь, с какой профессией. ну, в дошкольном возрасте я говорила, что я стану президентом Российской Федерации, да? Да? Вау. А кто в вашем детстве, кто был президентом? Владимир Владимирович. А Владимир Владимирович был. Ага. Уже точнее был, Да. да? Ну, то есть вы, получается, достаточно молодая. Так, ладно. Ага. Мгм. Так, получается, потом, так как у меня бабушка, дедушка работали, много времени, конечно, ну что, это плохо, да? Проводила возле телевизора. Мгм. Там были много программ, именно показывающие, сейчас это называют жанр true crime, да? True То есть- crime. А, «Человек и закон» и все прочее. Да. А, ну надо же. Насмотрелась этих программ и Ага. решила стать полицейским, да? Полицейским. И поступили в школу милиции. Нет. Сначала, ну это долгая история, да? Так, Вкратце, ну, если вкратце, рассказать, получается, я всегда хотела вообще стать сотрудником полиции, да? Мгм. Но до этого у меня в подростковом возрасте такие замешательства были, ну, такой максимализм, да, юношеское. Ну, у Ну, всех, конечно, у это до всех. полиции не доходило, но поведение у меня, скажем так, не очень хорошее было. Так, и что вы делали? Ну, По гаражам бывало- бегала, лазали по заборам, это все. да, да. Так. Ну, бывало, что какие-то разбирательства было. Разборочки? Да, 90-е? всегда участвовала. Ну надо же. бывало, Ну, то есть, что- буйная молодость. Бывало, что иногда ну, нехорошо это говорить. Прогуливала в школу Ну, Ага. хорошо, так. Без Так. уважительной причины. без уважительной причины. Ну надо Ага. же. Ну, то есть, как Протестовала, как могла. Да, как сейчас говорят, девиантный подросток немножко. Девиантный подросток. Да, Так. вот было девиантное Ну, то есть, поведение. скажем так, это какое-то революционное начало, Да. да? Да, и что же? Потом я, получается, начала занимать себя неурочной деятельностью, то есть, чтобы у меня меньше свободного времени было на хулиганство, да, и начала ходить к психологу. Ну, надо же. Ага. Так. К психологу. Также, получается, я занималась пением. Ага. Мгм. Мы пели, также ходили разные детские дома, реабилитационные центры, как получается, как пели, Мгм. ага, и плюс шефство брали. Да, шефство над школьниками и все Ага, прочее. Ага. детьми из неблагополучных семей, получается. Мгм. Ага. Потом, получается, ну вот замешательство было, и вообще у меня педагогическое образование. Мгм. Ну, то есть все-таки, раз вы в школе работали с детьми, решили
дальше уже как бы продолжите это. Да, продолжить Ага. это. Ага, поступила, получается, в Якутский педагогический колледж на музыкальное образование. У меня музыкальное образование. Ну, так как вы пели, ну, то есть как бы все совпало. Так, Ага, ладно. учителем музыки. Как закончила, пошла работать в коррекционную школу. Мгм. Проработала, ну, педагогический стаж у меня примерно около 4 лет. Ага. Работала с детьми, да, с задержкой психического развития. Тоже очень тяжелая Да, работа, да. там много семей, к сожалению, да, и Ну, неблагополучных. это часть нашей жизни, к Также, сожалению, так ну есть. вот как закончила учебное заведение, столкнулась, ну, вот, с таким явлением, да, как неблагополучные семьи. Мгм. И смотря, ну, работая, да, ой, можно я немножко прервусь? Ага. Да, да, Сейчас да, мы добавляем, Разговор разговорами, но готовить надо. Так, Ага. что вам надо? так, добавляем корень галангала, Что такое? это родственник имбиря. Так. Ага, добавляем сюда в суп. Но это же на свой вкус. Я люблю, предпочитаю, когда побольше, да, добавляю. Также добавляем листья кафир лайма. Вот это? Ага. А я думал, лаврушка лежит так. Вот. Нет, это не лаврушка, листья кафир лайма. Ага. Лайм. Ага, листья лайма. Достаточно. Ну вот. Вот он дает Ага. характерный запах, да? Да. Так, и вот лимонграсс. Это лимонграсс. Ага, лимонграсс. Так, тоже сушеный. Сушеный. Но он где-то уже продается. То Ага. есть в Якутске можно найти. Да, можно найти в разных магазинах. Сейчас уже доступно даже на маркетплейсах. Тут же можно Валберис, уже. Озон, можно Всё спокойно понятно, все да. заказать. В пределах 500 рублей. Вообще. Прям набором. Вот листья кафир лайма, лимонграсс, плюс получается... То есть, если, друзья, вы любите Юго-Восточную Азию, если у вас есть затруднения, да, ну, сейчас интернет, благо, все, что можно заказать. Все доступно. Все быстро. Ага. Также можно вот зеленый лук, да, вот корешочки добавить. Давайте я для вам всё подам. Ну, насыщения. я так полагаю, все это же потом Ага. тоже будет добавляться, же, да? Ага. Давайте передо мной так поставим. Так, давайте И сливки. ниточки. И тоже порезать и бросить тогда по ходу, да? Прям такими большими кусочками. Ага. Ага. Далее будем заготавливать, да? Порежем шампиньоны. Так. Если хотите, я вам могу помочь. Ну, то есть мне подскажите. Вы режьте, я посмотрю, Ага. как вы это делаете, и я могу Так. порезать. Два, наверное, будет достаточно. Два достаточно, да? Да, вы сами. Ну, или давайте я. Так, Вот так. Просто режем и все. Тоже крупно, да, все? что там страшного? Мелочиться не будем. И туда же. Нет, Пока пока нет. нет. Ага, просто заготавливаем заранее. Хорошо. Также еще порежем А, помидорки черри, Помидорки черри. Ну, зелень верхнюю нам не надо. И я так полагаю, это пополам же, да? да? Ага. Вот так, раз. Можно Раз. еще вот так, на 4. Нет, четвереньки. Ага. Четвертовать. Итак, продолжая наш разговор. Работали вы педагогом 4 года, и что щелкнуло? Ну вот это детская мечта, то, что я хотела стать, да, Всё-таки полицейским. Полицейский. Ага. Со временем много мыслей насчет этого приходило, да? И в один прекрасный день мне мама, ну, мои родители, соответственно, я с самого детства говорила, что я хочу связать свою жизнь, да, со службой. Мгм. Мама, получается, это одобряла. М. Ага, ну, у меня мама сама юрист. Мгм. Ага. И она спросила меня все-таки, может, попробуешь, Да. ага, чтоб всю жизнь не жалеть, да? М. А вдруг в старости будешь жалеть? Да, что вовремя Ага. не Может, попробовала, стоило бы попробовать. Да. Такое, ага. Ну, пошла, подала документы. Мне позвонили с отдела кадров. Сказали, ну, пройти такие-то такие Собеседования. там ЦПД, то есть психолога, полиграф, все это. соответствующее. Полиграф обязательно, да? Обязательно. Да. Так, потом, получается, пришла работать. И как давно вы
работаете вот в полиции? В полицию я поступила на службу в ноябре, 23 ноября 2022 года. Ну вот только вот-вот, да. Ага. Хорошо. И какие у вас обязанности вот именно по делам несовершеннолетних? Ну, Да. именно первоочередное, это получается профилактика безнадзорности, Мгм. правонарушений, преступлений, пресечения их, да, среди Самое главное профилактика, да. Ну, детей, то есть, защита прав, детей. жизни, Мгм. интересов детей. Мгм. Это самое главное. Мгм. Ну, с работа у нас такая, специфическая, да? Я бы сразу, перебивая вас, Ага. первое, то, что, скорее всего, замечу в этой работе, это очень тяжелая работа. Тяжелая Тяжелая работа. работа, очень ответственная и очень серьезная работа, Мгм. как бы там ничего не говорили, да, потому что дети, наше подрастающее поколение, и именно в поколении, вот когда юношеский максимализм, когда ты только-только начинаешь становиться человеком, когда ты делаешь первые шаги, к сожалению, это часть жизни. У нас так бывает, что, ну вот мы назвали девиантные подростки, ну, что-то идет не так, и некоторые смотрят, ну, не знаю, это влияние либо общества, либо окружения, либо чего, но некоторые связывают дети жизнь с преступлениями, с правонарушениями, и это может как угодно. Ну, то есть социально это может объясняться, да, ну что, не все же такие, но часть вот такая. Какая-то работа ведется, ну, то есть изучение, что, почему вот так происходит. Ну, что первоочередно все наши бедки идут с детства, да? То есть, в какой семье растут, Да, это с все окружением. очень влияет, да? Мгм. Ну, смотря на нашу практику, можно сказать, что чаще всего такие подростки, да, ну, бывает из неблагополучных семей. Ну, это уже, как Ага. говорится, яблоко от яблони, да. Да, яблоко от яблони. Мгм. Ну вот, даже если взять подучетные. Именно у нас подучетные бывают дети и Мгм. плюс семьи, да? Мгм. А, То есть, над которыми вы ведете шефство, ведете некий да, контроль, да? да, Ага. ведем профилактическую работу, да? Ага. И, как правило, эти семьи, именно возьму именно категории семей, да? Мгм. Эти семьи, они в поколении прям состоят на учете. То Ну, есть то есть это уже, до этого их родители... скажем так, из порочного круга вырваться Да. очень сложно. Да. То есть все равно, да, дети смотрят поведение своих родителей, вроде как бы кажется, что преступление, ну, конечно же, никто в здравом уме не одобряет, что, ну, как насилие над человеком, над кем бы то ни было, нарушение чьих-либо прав, это всегда очень плохо, да, но тем не менее, ну, видя пример, ну, куда деваться, они вот думают, что это, ну, Ну, порядке, как правило, норма. дети вообще из родителей, да, кого-то выделяют, да, Да. примером себе ставят, ну, Мгм. подражают родителю, Да. да. И, соответственно, если родитель ведет аморальный образ жизни, так и будет, да, сопутствовать. Но у нас, получается, еще есть одна тенденция, да, то, что есть дети из благополучных семей, да. Которые вдруг стали непонятно. Ага, То есть совершают часто говорят же, проступки, что да? да, попали, ну, в плохую компанию. Ага. Вот, в кавычках. Почему это происходит, да? Ну, получается, не будем скрывать, да, у нас родители в основном чаще всего проводят время на работе, да? Ну да, Ага. заняты делами, Ага. чем только не угодно, Ну, все угодно, это- только не детьми. Ага, Ну, чуть все ли не так. грешим, да, этим. Работаем, работа занимает очень много времени, сил. Домой приходим как выжатые лимоны. Спать. Спать. Приготовили что-то, покушали и поспать. Да. С ребенком, ну вот психологи отмечают хотя бы 7 минут в день. Всего-то надо. Да. Хотя бы. Послушать ребенка без Поговорить. гаджетов, без ничего, да? Да. Чем Ага. человек живет, вдруг какие проблемы Да, выслушать. Да? важно вообще, если вы будете говорить с ребенком, то вообще большую основную массу проблем можно избежать. Важно говорить с ребенком, да, устанавливать контакт. Еще есть такое то, что родители постоянно на работе, ребенок у нас сидит в гаджетах, да? Либо в гаджетах, либо Ага, на улице, ага, в подъезде, да. чем только не И занимается. когда начинается подростковый возраст, да, ну, возрастные особенности, М. дети начинают социализироваться больше, то есть больше как бы
нуждается именно В общении. в общении со сверстниками. В одобрении. Да, со сверстниками. Правильно ли я получается. все делаю? Ага. Да-да-да. Сейчас будем процеживать бульон. Мгм. Миска, дуршлаг. Ага. Ну, может быть, я это возьму вдруг. Да? Вы будете держать, а я буду... Нет, давайте вот. Она может стоять. Ага, ага. Все заливаю туда. Да, все. Просто сейчас курица, она может это... Вот помогите ложкой. Вот так, да? Угу. И курицу тоже. Да. Ну, это на любителя. Кто любит курицу, можно добавить суп. Мгм. Да, но я больше люблю креветки. Когда Да, у меня а мы можем эту миску поставить, либо эту обратно сюда слить. Или обратно. как? Обратно? Ага. Хорошо. Так. Так, эту давайте вот сюда. А это мы уже сюда. Ага, обратно. Бульон. Ага. Дальше пошел. Далее мы добавляем рыбный соус. Угу. Ага. Тоже. Везде доступно. Мгм. Даже обычных в рядовых магазинах бывает. Мгм. Так, Тоже как бы для тумьяма, да? ага. Она очень концентрированная, Мгм. Много не надо. то есть солить не надо. суп. Ну то Ага. есть она содержит в себе соль, Ага. как и соевый соус, я так полагаю, Ага. да? А из чего он делается? Ну, из чего он сделан, точнее? Ой, точно не могу сказать. Есть какие-то маленькие рыбки в азиатских странах, они Ага. ферментируют, как анчоусы, Как анчоусы. типа такого. Мелкие, ага. да? Также они Которым еще добавляют. массаж делают. Да, также Хорошо. они добавляют, когда вот кимчи Ага. делают. Хорошо. Кимчи я, кстати, тоже умею делать. Да, ну я так полагаю, вы все уже умеете. Ага. И Так, соевый добавляете. добавляем само собой. соевый соус. Ну, в пропорциях точно не могу сказать, это уже на вкус, на ваш Да, вкус, ну, да, э, получается? Вы уже на это, Мгм. на глаз. её. На глаз. Так. Пока одну ложку добавлю. У меня просто необычный соевый соус, да, у меня темный, ну, как бы густой, Мгм. более концентрированный, чем обычный рядовой Мгм. соевый соус. А, Так, так и написано dark. ага. Так, Ага, у нас... чуть-чуть побольше сделаем Ага. газ, Так, и чтобы она закипела. ага. Сейчас добавляем наши грибы. Угу. Шампиньоны. Ага, Вот эти тоже можете взять. Ну, вот этот большой же мы решили оставить. ага, решили оставить. Две Не штуки. понадобится. Так, креветки мы добавляем в самую последнюю очередь. Но они потому что они и так готовые. Ага, если Да. вы заранее добавитесь, они Они развалятся. ага, Развалятся. будут как Развалятся. резиновые. Ага, пока пусть поварится, да? Далее подготовлю лайм. Ну, что-то не хочет. Давайте вот Мгм. этот немножко, кажется, острее. Уже затупился. То есть в этом супе мы должны найти баланс острого, кислого и сладкого. Мгм. Мгм. Также будем добавлять сахар в суп. Обычный. Обычный. Мгм. Ну, то Ну, есть я использую сахар обычный. ага. некий баланс соблюсти, да? Мгм. А лайм когда? Уже сейчас можно? Лайм в конце. Тоже в конце. Ага, тоже на вкус, смотря со своих предпочтений. Так, мы остановились на подростках, да? Да, Ну, на блогеры, да? да, Влияние именно цифровизации в наше время. Мгм. Хотела вот немножко рассказать, да, про такое то, что... Ну вот, родители у нас занятые, Мгм. у детей, соответственно, нету авторитетного, да, личности, когда они, получается, социализируются, когда они начинают контактировать больше со своими сверстниками. Поэтому также они начинают вот смотреть именно блогеров, да. Мгм. Также я говорила, что есть блогеры с хорошим контентом, да, которые Мгм. познавательные, обучающие. Есть и блогеры, которые пропагандируют асоциальный образ жизни, да. Мгм. Есть тенденция, то, что вот подростковая, да, преступность Мгм. возрастает и под влиянием таких же блогеров. Мгм. У нас в прошлом году был резонансный случай в городе Якутске, когда девушка, да, Мгм. условно так, назвала себя трэш-блогером, Мгм. завела в платформе Telegram
канал аккаунт, с ага, таким содержанием, да, контентом. И получается, они были в заведении, и вот девочка тоже, ее подружка, чтобы охватить зрителей, Да, лайки, выделиться как-то, совершили да. преступление. Даже вот так. Просто На ровном месте. На ровном месте. Чтобы получить одобрение, да, скорее всего, потому что дома, наверное... Ну, то есть многие сами не понимают, что они делают Мгм. что-то не то, но, к сожалению, так происходит. Да. К сожалению, так происходит. И эта тенденция, ну, она пугает, Мгм. потому что, ну, даже когда элементарно домой приходим, мы из телефона не вылазим, да? Ну да. Ага. Ну, то есть, в первую очередь, то есть вы, как и отметили, что недостаток внимания, недостаток контакта с подростком, ну, может привести, вроде как бы и даже из благополучной семьи, ну, не дай бог, к страшным последствиям, да. Смотрите, я бы так подытожил, ну, подытаживая, либо констатируя факты, сказал бы, что наряду с основными инстинктами у нас все равно, в каждом человеке все равно живет некий инстинкт разрушения. Да? Инстинкт агрессии, это альфа-самец и все прочее. Все равно животные, мы все равно в конечном итоге животные. Да? То есть все равно подавление, в первую очередь, силой, агрессией, насилием. И вот первый яркий пример 80-х, конце 80-х годов, вроде бы в благополучном Советском Союзе, в Казани появились первые группировки, которые, ну, на ровном месте, практически стихийно, но весь город был охвачен, и это была очень большая проблема. Вот нашумевший сериал недавно про него сняли, да. И мы говорим, оглядываясь назад, что лихие 90-е, да, страна блатной романтики, бандитизм и все прочее, но это уже наша история, и с этим уже нельзя, скажем так, закрывать на это глаза. Как, например, влияют вот такие сериалы, говорят, что зачем вообще вот это показывают, зачем вот все это нужно. Вот сейчас начинается, ну, допустим, сериал «Бригада», говорят, всплеск тоже был, думали, что это все круто, мы сейчас пойдем, кого-нибудь накажем и покажем, что там это пацаны, например, вот так. Как вы на это можете? Так, насчет этого могу сказать то, что, ну, есть мнение, да? Да, есть мнение, да. Есть Ну, то мнение, есть, что запрестить такие сериалы, да, чтобы они плохо что не вообще влияли всё, на детей, чтобы да? все радужное, чтобы только бабочки да одуванчики. Ну, как показывает, да, вообще мониторинг, влияют такие сериалы на детях, которые, ну, соответственно, недополучают внимания, Так и так были в любом случае. недопонимания в семье. То есть им не объясняется, что хорошо, что плохо. Ага. Если, допустим, в семье есть забота, ребенка слушает, объясняет, что такие, да, что такое плохо, что такое хорошо, правильные моральные устои, если начинает, да, объясняет ребенку, то Как правило, ребенок, ничего- как ничего правило, на плохого нет. ребенка это не влияет. То есть ребенок уже, смотря своим жизненным опытом, да, какими-то знаниями, смотрит на такие сериалы и уже определяет, что хорошо, что плохо, да. Так, Далее, далее. получается. у нас 10 минут, поэтому что мы делаем дальше? Так, дальше мы добавляем, проверяю на соль. Тем более мы на соль не добавляли, мы добавляли просто соусы же, да? Так, теперь очередь пасты том-ям, да, Собственно, основы. основа супа. В этой пасте вообще содержится все, что мы тут добавляли. Это я от себячины добавила, да? Ага. Если вам, ну, сложно, да, найти эти продукты, вы можете просто этой пастой приготовить суп. Ну, то есть это как бы якутский вариант того, что, ну, мы же не в Таиланде, правильно? Да. Так, добавляем пасту. Она же открытая. Это я открыла заранее. Приготовила. Ну, тут тоже на свой вкус. Да. Так. Я обычно добавляю где-то Ложечку. ложечку столовую, 2-3, смотря от количества бульона. Ну, в нашем случае, наверное, 2 ложечки. Парочку, да? Парочку хватит. И ждем опять же. Попробуем лучше. И вот характерный красный вкус как раз и приобрело. И Думаю, остроту. еще Можно еще? Да?
Так, я думаю, хватит. Хорошо. Так, И в самом конце у нас будет помидорки, черри, то бишь, и креветки. Итак, мы на финишной прямой. Самый последний этап. Что мы делаем сейчас? так, сейчас мы добавляем, нет, подготовим, получается, зеленый лук. Так. Ага, это уже в конце тоже вместе. Да, ну у нас После уже всё. креветок добавим. Ага. Так, Подготавливаем просто пока. ага, Режем, то бишь, подготавливаем. да? Ага. Мелко. Мелко. Мгм. Ну, в идеале, конечно, кинзу, но я больше люблю зеленый лук. Мгм. Ну, кинза вообще добавляется во всех азиатских блюдах, да, в основном. Он как придает такую азиатскую нотку, да? Азиатскость. Мгм. Так, И и теперь, думаю, сливки уже можно будет добавить. сливки. Ага. Сливки тоже на, видимо... Ну, обычно в том-ям добавляют кокосовое молоко, да? Мгм. Ну, кокосовое молоко, оно труднодоступно бывает, да? Да, можно заменить Можно, сливками. не заморачиваясь, просто добавить нежирные сливки. У меня, например, 11%. Ага. Ага. Тоже на вкус. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше, да? Ага. Ну, вот так, так. Ой-ой. И огонь побольше сделать, чтобы закипело побыстрее, да? Мгм. Так. Думаю, достаточно. Почувствуем, что мы как в Таиланде. Так. Так. Добавляем наши креветочки. Да, наконец-то креветки. Обязательный ингредиент. А вообще же есть много, скорее всего, интерпретаций том-яма. Мгм. Либо это классический рецепт, да? Это не классический рецепт. А, да, классический, ну, все равно же В на классическом основе там куриного бульона на с основе- креветками же, Да, да? с Ага. креветками. Так. Давайте-ка кислинку А выжимаем лайм. Выжимаем, да? То есть мы его не Выжимаем. кладем, не бросаем туда их. Пробуем на кислость. Мгм. Также далее будем Ну добавлять да, сахар. как и говорили, что это должна быть сочетание кислости, остроты и И сладости. Сладости. Добавляем. Можно сахар? Сахар. Так. То есть это, скажем, метод проб и ошибок. Мгм. То есть ровно-ровно, тут не угадаешь. Так. Добавляем наши помидорки. Мгм. У меня тут тоже тут часть есть какая-то. Бросаем. Ага, всё. Бай-бай. И лайм еще выжимаем. Так. Жук пришел. Так. И лук. И лук. Буквально минуты, и можно уже выключать. Мгм. Чуть-чуть настояться дать, и уже можно будет сервировать, да? Мгм. Ну, вообще, да, мне кажется, получилось идеально. Это же уже готово практически, Да. да? Креветки у нас, наверное, сварились. Мы прямо из миски начинаем кушать. Можно уже выключать, скорее всего. Ух! Вообще тема получилась. Итак, Виктория, я вам дам тарелочки. Давайте чуть-чуть, как правильно сказать, наложим, накладем, насыпем. Так. Ой-ой. Мгм. Ой-ой. У нас тарелки стилизованные, должны быть, по идее, глубокие же, да? Мгм, Такая чаша глубокие. должна быть. Но у нас вот такие сегодня. Но тем не менее, друзья, посмотрите, какая у нас красота получилась. Ну, такой яркий, красивый суп у нас получился. Да. Ну что, давайте попробуем. Это мы можем, конечно, стоять до конца передачи кушать это. Помидорки. Вообще классика. Как раз во время обеда самое то. Мгм. Сытный. Острый суп.
Виктория, наша передача потихоньку подходит к концу. Наши говорят, что наше эфирное время истекает, и у нас такая добрая традиция. В конце, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Хотела бы пожелать нашим телезрителям благополучия в семье, мирного неба. Также уделяйте своим детям внимание, общайтесь с ними, будьте с ними близкими. Также, как сотрудник полиции, хотела бы сказать, что у нас этим летом много массовых мероприятий, да, и что, ну, бывает такое, то, что дети теряются, дети у нас гиперактивные, и подложите в кармашек детям номер телефона, да, контактный номер телефона ваш, чтобы мы могли оперативно с вами связаться. Друзья, мы на этом потихоньку с вами прощаемся. Я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 2 Виктория Сергеева. Виктория, спасибо большое за интересную беседу. Отдельное спасибо за вообще прекрасный суп том-ям. Это очень действительно очень оригинально. Обязательно за кадром мы его докушаем. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.